известно, одной из самых важных составляющих любого внедорожника является блокировка дифференциала. У данного автомобиля задней блокировки дифференциала нет. Сегодня мы будем ее устанавливать, ну а чтобы посмотреть разницу, как идет автомобиль с блокировкой и без блокировки, мы предлагаем вам посмотреть. Но вначале давайте познакомимся с автомобилем, который станет героем многих выпусков нашей программы. Suzuki Escudo 94 года с объемом двигателя 1,6 литра. В нашей республике эта модель достаточно популярна. Среди внедорожников уступает свои позиции разве что УАЗикам. Владельцев данной модели автомобиля в первую очередь привлекают хорошие ходовые качества, определенный комфорт, надежность и в то же время простота и экономичность. В нашем случае мы собираемся принимать участие во внедорожных соревнованиях. Интересно, конечно же, возможность апгрейда автомобиля и его гибкость в плане увеличения клиренса, проходимости, а также установки дополнительного оборудования. Начнем мы нашу историю с установки блокировки в задний мост. Меня, как непрофессионального водителя, порой удивляло странное поведение застрявшего в грязи автомобиля. Ну, например, крутится по одному колесу спереди и сзади, а машина стоит и ни вперед, и ни назад. Такая же ситуация получается и при так называемой диагоналке. Всему виной является незаблокированный дифференциал. В принципе, его работы наглядно показан в данном видео. Для чего это делается? Почему нельзя сделать так, чтобы оба колеса крутились постоянно? Ну, такой вариант был бы возможен, если бы автомобили всегда двигались только по прямой. Но на первом же повороте возникла бы проблема, которая в лучшем случае может привести к износу покрышек, а в худшем к потере управляемости и весьма плачевным результатам. Дело в том, что во время поворота колесо, которое находится внутри круга, проходит меньшее расстояние, чем колесо внешнее. Это наглядно можно увидеть в данном видео аж 1937 года. Итак, вот внутреннее колесо, внешнее колесо. Ну, разница очевидна, я думаю. Но мы вернемся в современность и к нашему автомобилю. Итак, мы пытаемся заехать на горочку без блокировки. Вы только что видели работу заднего моста без блокировки, то есть когда давление перераспределяется и на одно колесо идет давление больше, то на другое колесо просто в холостую крутится, а то колесо, на котором больше давления, соответственно, ничем не помогает нам. Вот для этого и нужна блокировка, собственно говоря. Блокировка заднего дифференциала американской фирмы Lockrite как раз то, что нам нужно. Вот пришла доставочки, распаковываем. В принципе, весь комплект здесь. Сейчас будем устанавливать. Надо отметить тот факт, что на рынке существует много разновидностей блокировок. Выбор пал на Lockrite именно из-за его простоты установки и приемлемой цены. Как работает именно эта блокировка? Ее обычное состояние работы в заблокированном варианте, то есть на колеса всегда распределяется одинаковое усилие от двигателя. Но во время поворота на сухой твердой поверхности, например на асфальте, происходит разблокировка дифференциала, и колеса ведут себя так, словно никакой блокировки нет. К
Кстати, хотелось бы также отметить, что несмотря на простоту установки, лучше доверить дело профессионалам, то есть тем людям, которые знают, что и как устанавливается. Потому что есть определенные технические особенности, технические тонкости во время установки блокировки. В общем, не рекомендуется устанавливать ее самостоятельно. Трансмиссионное масло любезно предоставлено нам станцией замены масла Равинол, за что им огромная благодарность. Отличное германское качество, как раз то, что нужно нам для редуктора заднего моста. Это она так щелкает, да? Она как будет щелкать так на блокировании. На поворотах? На поворотах. Ну-ка еще покрути-ка. Итак, вчера была установлена блокировка в задний мост, и сегодня мы вновь на том же самом месте будем проверять и, соответственно, смотреть, какая же разница с блокировкой и без блокировки. Вчера без блокировки мы даже на 4 ВД не смогли заехать на этот пригорок. Сегодня это получилось, поэтому сейчас попробуем, чтобы визуально показать, как крутятся два колеса, заехать на горку только на заднем приводе. Сегодня мы находимся на осенних соревнованиях по кросс-кантри. Состоялось благодаря нашим спонсорам. Горный велосипед – это отличное средство для передвижения. Экономичное, да еще и приносящее пользу здоровью человека. В этом выпуске мы также расскажем про кросс-кантри. Это самый популярный в мире вид соревнований по маунтинбайку. Гонки по пересеченной местности со спусками, затяжными подъемами, скоростными и техническими участками. Сразу следует уточнить, что кросс-кантри – это в первую очередь спортивная дисциплина. Гонка, участие в которой колоссально повышает скоростную выносливость и технику владения велосипедом. Кросс-кантри – дисциплина более молодая, чем шоссейные велосипедные гонки и классический велокросс. В 1996 году кросс-кантри стала единственной из дисциплин маунтинбайка, признанной олимпийским видом спорта. Соревнования по кросс-кантри проходят на замкнутых кольцевых трассах, шорт-треках. Длина трассы от 2 до 5 километров, обычно 6-10 кругов. И трассах классического кросс-кантри. Длина трассы от 5 до 9 километров. Так настрой. Настрой боевой, как всегда. Едем, посмотрим. Трасса хорошая, быстрая, очень скоростная, да, интересная. Перепады есть, то есть ездить поработать. И техничная. Песочек самое главное. В некоторых местах вроде его не видно, а сносит нахом. Поэтому кучей поедем, потом посмотрим, как по трассе разберемся. Хорошая погода. Самое то. Не жарко, не холодно. В принципе, отлично. Внимание, Марк! Все, ребята, кушаем! Так, сегодня прошли соревнования в Велоякутск Рейсинг Кап по, олимпийскому кросс-кантри. Это соревнование,
сегодня собрало 21 участник. Были и девушки, ветераны, юниоры, спортсмены и любители. Сегодня на соревнованиях, значит, ребята показали отличный результат и, значит, проехали 2 круга, любители, спортсмены 3 круга, юниоры 2 круга и девушки 1 круг. Значит, соревнования сегодня мы посвятили вообще велоспорту, для, значит, того, чтобы велоспорт развивался у нас, ну и конкретно направление кросс-кантри. Ребята выступали достойно. В спортсменах победил у нас Игорь Петров. Игорь у нас занял 1 место, и ему вручился кубок Вело-Якутск Racing Cup. Значит, у девушек отличный результат опять показала Захарова Елена. Значит, в любителях достойно выступил Егоров Дмитрий. В ветеранах очередной раз подтвердил свое, значит, превосходство Торговкин Ярослав Ильич. Значит, и в любителях, значит, выступил парень, новичок. Он занял у нас 1 место. Значит, ну, тоже для нас как бы это открытие сезона. Значит, и сегодня, значит, кубок был осенним, поэтому погода сегодня была благоприятствовала всем, значит, нашим участникам. И огромная мне благодарность также хотелось сказать велогруппе, значит, Вело-Якутск, которая находится, значит, ВКонтакте. Ребята нас, участники группы, поддержали. И в судействе нам сегодня помогла Элла Прокопьева и Айталина Кузьмина. Значит, я призываю всех молодых людей, ну, а также людей пожилого возраста, всех заниматься велоспортом. Не обязательно выигрывать, ведь велосипед — это не только соревнования, но и прекрасное времяпровождение на такой красивой, значит, нашей природе. Всем спасибо. Компания Темир Стройсервис предлагает полный спектр услуг в области строительства на основе металлоконструкций. Строительство, монтаж, установка и доставка. Мы вам построим в кратчайшие сроки с гарантией качества. Компания Темир Стройсервис, 202 микрорайон, 14/3.